Салам Тустор, друзья, меня зовут Саша. Сегодня мы с вами посмотрим клип Татамидин и Сурма Ай Кызым. Многие из вас просили меня посмотреть именно этот клип, я его вижу впервые, и по картинке я уже вижу то, что он какой-то необычный. То есть я вижу то, что это какой-то зал царя, может быть еще что-то. И в общем, написано Суперклип 2018 в названии, и мне кажется, это реально будет суперклип, и я прям уже в предвкушении этого клипа, но перед этим я должен вам кое-что сказать. Друзья, привет, у нас сегодня получает итальянка, вот твой комментарий, спасибо, что ты его написала. Да, друзья, вы, наверное, сейчас все удивились, Саша передал привет в Инстаграме, а почему? Ну, вообще мне просто так захотелось. Вообще, эта девочка позвонила в Инстаграм моей бабушки. Бабушка, нижнее подчеркивание, Любовь. Это ее Инстаграм. Если что, я, наверное, оставлю ссылку в описании, может быть, если захотите, подпишитесь. Так вот, она позвонила бабушке в Инстаграм, пообщалась со мной и с бабушкой. Поэтому вот я решил передать ей привет. Также привет у нас сегодня получает Эмиль Гудман. Вот твой комментарий, спасибо, что ты его написал. Да, я решил передать привет Эмилю, потому что его комментарий был самым популярным под моим прошлым видео, там где я учу кыргызский язык и учу вас украинскому. Кто не видел это замечательное видео, ссылка находится вон там в описании и вон там в подсказке, поэтому можете посмотреть. Фух, в общем, ладно, друзья, если вам понравится видео, можете подписаться на канал. Обязательно нажмите колокольчик, ведь YouTube его обновил, и он у многих слетел, поэтому если не хотите пропускать мои видео, то обязательно жмите вот этот вот колокольчик, я буду вам очень благодарен. Ну а мы начинаем, погнали, погнали. Ух. Сен эмне үчүн мени мактаурдабайсың? Башын ал салгыла. Байым, Это царь. кызыбызга арнаган ырыбыз бар эле. Ух ты, знаете что? Мне кажется, это чем-то похоже на сказку. Посмотрите, как здесь царь, здесь царевна. А это, наверное, люди, которые перед ними как-то провинились. То есть, может быть, это их рабы, которые как-то провинились. Получается, смотрите, вот, у мужчины здесь синяк под глазом, а у женщины кровь на губе, поэтому... Да, бир Всё может быть. уруксат бериңиз. Вот, да, видите? А вот музыканты... Это, наверное, они извиняются перед ними. В виде песни, да, решили извиниться, по идее? А может, они друг другу что-то говорят? Слушайте, прикольно. Вау, я только сейчас заметил, посмотрите, какие у нее украшения красивые. Я где-то видел такие украшения. У многих девушек такие украшения. Хотя нет, не у многих, только у этой девушки такие украшения. Знаете, это все похоже очень на индийское кино. То есть кто-то там бегает, танцует, и по итогу все они вместе танцуют. Знаете, они вроде бы и не радостно, но они поют прям, ну, искренне. А вот, ну да, это по-любому царевна. Но вот знаете, что мне интересно? Вот почему у этой девушки такие украшения, только у нее одной, а вот у других таких украшений нет. То есть, смотрите, у нее здесь и такой золотой обруч, можно так сказать. Этот обруч есть у многих, а вот такая вот штучка только у нее. А вот там охрана, наверное, была. Вот охрана. Реально как королевство целое. Все танцуют, все пляшут. Класс. Вроде все такие грустные, но и счастливые одновременно. Кстати, друзья, я только что приостановил видео и загуглил в переводчике название этой песни. И оказывается, что эта песня переводится как «Дочь месяца» или «Дочь луны». И
Интересно, это правильный перевод или нет? Потому что я лично не понимаю. Может быть, как раз таки вот эта девушка, которая с тем мужчиной, может быть, это и есть дочь Луны? Вот эта вот девушка, может быть, она и есть дочь Луны. Хотя, может быть, это неправильное название, и я просто все перепутал. Да. Субтитров нет, я уже подумал, мало ли не включил. Они такие красивые все, в костюмах красных. Ух ты, знаете, что я подумал? Вот у них у всех вот здесь есть красная точка. Давайте-ка я себе тоже нарисую, чтобы было прям 100% схожесть. Да. Так. Все, ну я думаю, похоже. Ладно, все, смотрим дальше. Я надеюсь, эта точка потом уйдет, сотрется, потому что это... Это какой маркер? Перманент. Не сотрется потом. Ай, ладно. А, вот так вот. Вау, какие красивые костюмы все-таки. Невозможно отвести глаз от костюмов. Смотрите, это охранник, посмотрите на его костюм, он просто невероятный. Посмотрите просто, это... Я не знаю, как назвать, но это с бриллиантами костюм. Царь позвал охранника. Может быть, он их простит? Да, он их отпустил, простил. Да, наверное, это и есть дочь Луны. А может быть, вот это вот дочь Луны? Слушайте, скорее всего, так и есть. Наверное, реально так и есть. Немного запутанно и очень интересно. На самом деле, друзья, это очень классный клип, и он реально отличается от всех других клипов. И он заканчивается, как все правильные индийские кино, хэппи-эндом, то есть отличным, хорошим хэппи-финалом. В общем, друзья, на самом деле, блин, я не ожидал то, что такой клип может быть. Вообще, это просто... Да это просто невероятно. Вы видели эти декорации? Хоть там и одна локация, как бы этот замок, но вы видели там все из золота, костюмы с бриллиантами, это... Ладно, друзья, огромное спасибо за просмотр. У меня просто нету слов. Реально, это очень круто. Огромное спасибо, то, что досмотрели до конца. А еще вам большущее спасибо за то, что вы посоветовали посмотреть этот клип. Он невероятен. Да, все, всем пока.